Ржавая гнилая канализация, прогнивший пол и ветхие трубы в квартирах, трухлявые рамы, дыры и трещины в стенах, наледи прямо на полу в коридорах и крысы, придающие особый колорит всей этой ужасной обстановке. В таких условиях вынуждены в современное время жить работники здравоохранения, посвятившие всего себя спасению чужих жизней. 22 декабря вообще воды нету, мы не пользуемся. И все, и выносная система у нас. Это с бачков все льется, с раковины все вверх дома. У нас дети маленькие. У меня, например, 1,5 года внучка. Вот не знаю, как будем дальше жить. Течь-то происходит между стенами. Я же не могу туда залезть, разобрать стену, правильно? Это дело сантехников. Эти крысы вообще, они спать не дают. Мы до утра, я вообще вот просыпаю, раз на работу бегу. Марфа знает, вот и все. Потому что невыносимо, я боюсь. Здесь вообще забито. Все забито, да. Даже это уже замерзло. Обогревателем его плитку включаем. Все замерзло. Горячей вообще давно нету, уже месяц. И дети у нас маленькие. Постоянно простывают. На полу вообще холодно. В предыдущих сюжетах про общежитие по Петра Алексеева 87/1 Яся уже пыталась разобраться в сложившейся ситуации, в которой оказались работники НПЦ «Фтизиатрия». Мы обращались и в управляющую компанию «Центральная», которая с 2014 года обслуживает этот дом, и в управу Центрального округа с единственным вопросом – как в таких условиях могут жить люди? Ответ был получен. В 2018 году в общежитии проведут капитальный ремонт. Чтобы разобраться с самыми насущными проблемами, начальник управляющей компании «Центральная» Иван Захаров провел общее собрание жильцов. На повестке дня обсудили отсутствие горячей воды, холод в квартирах и захудалые стены, со всех щелей которых дует ветер. В прошлом году та же катавасия была, воды горячей не было, деньги взяли, сказали, да, перерасчет сделаем, так и не сделали. Не сделали, конечно. Куда вот наши деньги уходят, во-первых, да? И что вы сделали на эти деньги? Мы каждый раз платим. Они вот только на долги прут, а у нас он уже все стены тут расперло. Сегодня пришли измерить на 2-м этаже 16 градусов. Вообще холодно. Отопление тоже так же, еле-еле теплые. А за что берете тогда? До начала отопительного сезона за 3 месяца, в принципе, я могу сказать, что мы довольно качественно подготовили ваш элеваторный узел. Все задвижки там новые, вводные там стальные шаровые стоят. То есть, я думаю, благодаря только этому, в принципе, и несмотря на то, что он 2 месяца утопленный стоял, но отопление у нас не рвануло, и оно, слава богу, осталось живое. Единственный, конечно, у нас встал большой вопрос, это наш вопрос с септиком. То, что внутри дома обслуживается нами, все выходящие сети до септика обслуживаются жилкомсервис. То есть эти работы у них субсидируются из республиканского бюджета через агентство субсидий, в том числе и работы по ремонту сетей и замене септика. После всей этой аварийной ситуации, которая у нас здесь была, ноябрь-декабрь, Евроспотребнадзор, как управляющая компания, заявление написал, чтобы приняли меры к этому безобразию, которое творилось. Ну, вот, к сожалению, видимо, только с пинком телевидения у нас это получилось. Поступила жалоба от жильца вашего дома, где была указана только одна квартира. По предписанию были проведены замеры на 2-м этаже 16 градусов. Что ниже допустимой нормы. А у нас вообще, наверное, да, на 1-м этаже еще хуже. Ну и проводится проверка по отношению течи, технического состояния дома, труб. Это все перенаправлено в ГЖИ. Будем дальше проверять и разбираемся. Управляющая компания должна проводить дератизационный, травить крыс. Я, честно говоря, этот вопрос уже на уровне мэрии поднимаю. Я говорю, вот как бы борются с собаками, это одно, понятно, да? А с крысами давайте тоже как-то коллективно бороться, чтобы взяли квартал, скажем, там, затравили все вместе там и прочие вещи. Потому что по одному, ну, смысла нет. Вот потравлю я их здесь, они вот оттуда, с этих частных домов придут. Как тараканы тоже. Ну тогда насчет горячей воды. Значит, насчет горячей воды, тогда я считаю, что мы решение приняли. Протоколом мы это оформляем. С понедельника мы начинаем активно вашей водой заниматься. Хорошо. В конечном итоге жильцам пришлось согласиться с предложением управляющей компании, лишь бы не остаться на всю зиму без горячей воды. В ближайшие дней 10 горячее водоснабжение уже по постоянной схеме по человеческой в доме появится. Первые такие работы, я думаю, начнутся в марте по устройству нового септика. Это будет делать жилкомсервис. Пока замерзшие грунты, они должны рыть котлован, устанавливать септик. Мы свои работы основные планируем, конечно, на лето. Это ремонтные работы. Вот.
по полам первого этажа, по перекрытиям, по заваленкам и по коммуникациям. Сегодня собрались жильцов где-то 20-25, и все согласны на это. Поэтому мы все заодно согласились на это все, что собираем деньги, и у нас лишь бы была горячая вода. Новая ВПУ будет куплена и установлена за счет жильцов, и в феврале в квартирах появится, наконец, горячая вода. Это единственное, на что пока могут рассчитывать обитатели этого дома. Надежда Ефимова, Николай Необутов, Туяра Харитонова, ЕСЯ.